Важно, наверное, всегда был свой ответ. Вот очень в связи с этим интересно то, что у нас как-то перетекает, да, из одного в другое. То есть здесь действительно очень здесь, получается, уместно были названы признаки приближения конца света. Но, к счастью, да, как говорится, может быть, мы еще и находимся не на пороге этого события. Вот. Но еще раз хочу сказать, люди всегда думают над тем, куда идет общество. И находят на это разные ответы. Всегда были люди, встречались люди и верующие, и неверующие. Как было сказано Мухаммеду, да, Мухаммеду, что воистину не ты наставляешь, а я наставляю. Да, и, соответственно, кого Аллах наставит, того никто не скажем так, не собьет с пути, и наоборот. В целом, если мы проследим развитие человеческой мысли и доминирующих тенденций на протяжении, наверное, всей истории человечества, мы найдем самые разные концепции, и в целом мы найдем разные ответы на одни и те же вопросы. Всегда были идеалисты, всегда были материалисты. В целом, модерн и постмодерн – это понятия, свойственные Западу и, соответственно, западному обществу, да и вообще в целом тем обществам, которые так или иначе находятся в орбите западной культурной традиции. Само понятие модерна и постмодерна, ну скажем так, сначала начнем с эпохи модерна. Модерн и модернизм связан, ну скажем так, если в традиционном обществе была велика роль религии как регулятор не только повседневной жизни человека и его взаимоотношений с природой, но и как регулятор взаимоотношений в обществе, то эпоха модерна и модернизма связана с установкой на то, что мир познаваем и, соответственно, мир можно изменить. Мало того, не просто изменить, а подчинить человека. То есть мир не просто рационален и познаваем, его можно изменить по усмотрению человека и в его интересах. Начинается такая установка в разных сферах жизни, то есть начинает брать верх постепенно, получает развитие такая установка в разных сферах общественной жизни, где-то, наверное, начиная примерно, так скажем, с конца 15 века, где-то это 17-18 век, где-то до 20 век. И постепенно вот эта установка начинает доминировать. Но ее рефреном является лозунг, сформулированный в первые годы советской власти, что нам не нужно ждать милости от природы, взять их у нее – это наша задача. Вот. Однако постепенно, с чем связана эпоха постмодерна? Эпоха постмодерна связана с разочарованием в этой установке, в этой модернистской установке на преобразование мира. Когда человек постепенно начинает понимать, что его рационализм оказывается ограничен. А чем он ограничен? А тем, что оказывается природа мстит человеку. Ну, понимание, то есть как бы для материалистов, как говорится, существует понятие природы, да? Не всегда существует. Не существует, может быть, для материалистов могут отрицать, как говорится, отрицают существование Всевышнего, но для них есть понятие природы. И вот эта природа мстит человеку. Человек изменяет природу, человек стремится повернуть реки вспять, стремится добыть полезные ископаемые, и вдруг это все бьет по нему. То есть вот это, соответственно, таким образом разочарование в этой модернистской установке на преобразование природы и, самое главное, подчинение ее себе во благо своим интересам, корыстным, скажем так, да, сиюминутным. Постепенное понимание этого связано с постепенным наступлением эпохи постмодерна и постмодернизма в искусстве. Ну, а постмодерна в философии, скажем так, как идеологическое течение. Не столько говорят даже о течении, а сколько о ситуации постмодерна, как разочарование в модерне и модернизме. И вот, как я уже сказал, то есть постмодерн, его наступление связано с пониманием того, что что-то находится за пределами человеческого понимания. Что рационализм человека не везде, скажем так, способен во все проникнуть и не все способен понять. И, соответственно, есть понятия, которые находятся за пределами человеческого познания. Как ни странно, ну, не то чтобы для нас, наверное, это не странно, да, скажем так, но об этом же самом говорят и
говорят, скажем так, и все традиционные религии. Да? И прежде всего, религии, имеющие один единый источник, это ислам, христианство, иудаизм, всегда говорят о том, что есть понимание, есть вещи, которые человек не способен понять, а должен принять на веру. Не случайно говорят сейчас о том, что Коран разгадан всего-навсего на 10-15%. И, соответственно, человек постепенно старается понять, то есть вникнуть в суть вещей, которые происходят вокруг, но как бы в силу того, скажем так, знания, в силу тех методов, которыми он обладает на данный момент своего, можно сказать, развития. Так вот, разочарование, соответственно, вот в этой модернистской установке характеризует ситуацию постмодерна. Вот. Но, однако, само по себе разочарование и понимание того, что рационализм человека ограничен, и, соответственно, человек не все может понять рационально, еще не означает однозначно, что человек придет к религии. То есть разочарование не всегда и не всех приведет к Всевышнему. И я хочу сказать, что здесь, вот, безусловно, то есть это то, что характеризует современное общество, то есть как бы понимание того, что где-то рационализм человека ограничен. Все больше понимания. И что в этой связи? Да, безусловно, это способствует, это может способствовать приходу человека в религию. Это может и будет, я думаю, способствовать распространению где-то религиозных идей. И в этой связи вот, традиционные религии, они для многих людей и для большего количества человек становятся некой такой спасительной соломинкой, за которую человек хватается в хаосе, скажем так, современного мира, который он наблюдает в его постоянной смене картинок, смене обстановок, смене жизненных стилей, за которым он хватается и находит для себя ответы на многие вопросы. Однако еще раз хочу сказать, к этому приходят не все. Люди приходят совершенно разными путями. Совершенно разными путями. Это очевидно, кто-то рациональный, кто-то через искусство, кто-то через еще каким-то путем, может быть, своим горьким опытом или еще каким-то путем. Вот. Но к этому приходят не все. И, безусловно, что может способствовать этому? Во-первых, я думаю, здесь, опять-таки, наверное, у каждого будет свой ответ на этот вопрос. Но я думаю, что прежде всего постепенное, по возможности, конечно, то есть не будет этого полностью невозможно стереть границы в обществе, но все-таки постепенное стремление стереть границы в обществе, социальные границы в обществе. Потому что сегодня как бы почему-то людьми, скажем так, многими людьми религия воспринимается как некая узкая сфера жизни общества. Достаточно некий такой анклав, скажем так. То есть нет понимания того, что религия это не просто какой-то скажем так, как сказать, не просто какая-то узкая группа людей, что религия дает понимание, религия дает не просто образ жизни, но религия дает ответы на очень многие вопросы, жизненно важные вопросы для человека. В свою очередь, наверное, мы можем где-то в данном случае мечтать, что ли, о том, что большее внимание государства, скажем так, религии способствовало бы и нравственному очищению общества, и дало бы многим людям какой-то ориентир, скажем так, на то, чтобы, скажем так, моральный, какой-то нравственный ориентир, поведенческий ориентир, и мировоззренческий, что очень важно, ориентир. И здесь, поскольку мы говорим о том, что это было бы полезно, но все-таки государство провозглашает себя, современные государства часто провозглашают себя светскими государствами и понимают это очень по-своему. То есть они считают, что как бы нельзя привносить элемент религиозной идеологии в деятельность государства. И здесь очень ценно то, что религиозные общины, организации, религиозные люди стремятся привнести вот эти очень важные, ценные, здоровые идеи в общество. Вот то, что мы услышали сегодня, как бы то, что образовательные стандарты
утвержденные образовательные стандарты, которые регламентируют деятельность религиозных, мусульманских, в частности, образовательных учреждений, предполагают интеграцию со светскими вузами, то есть приглашение ученых к деятельности медресе и мусульманских учебных заведений. Это, безусловно, очень здорово. Это то, что расширяет границы и позволяет действительно знания, религиозные, в том числе, прежде всего, знания распространить за границы религиозных образовательных учреждений и дать ему выход на все общество. Соответственно, в обществе идет понимание того, что приходит понимание того, что опять-таки тот же ислам — это не просто узкая какая-то область знания, это то знание, которое способно дать ответы на все вопросы. Вот. И дать ответы на самые разные вопросы. Вот. Конечно, еще раз хочется сказать, то есть это то, что делают религиозные организации. И с другой стороны, конечно, хочется сказать, еще раз, может быть, где-то немножко помечтать о том, что было бы, безусловно, крайне полезно и для государства наметить для себя большую открытость по отношению к религиозным организациям и внести, может быть, в элементы своей деятельности, скажем так, больше, ну, скажем так, какой-то такой вот чистоты религиозных принципов, что ли, хочется сказать. Потому что это бы в целом, безусловно, оздоровило бы ситуацию в обществе, это внесло бы большую, способствовало, безусловно, большей стабильности и построению общества на очень высоких морально-нравственных принципах. Ну, в целом, наверное, вот в двух словах вот, все. Спасибо большое.